Теперь рассмотрим сложно подчиненное предложение в тувинском языке. В сложно подчиненном предложении придаточное предложение поясняет главное, может относиться как к отдельному члену главного предложения, так и ко всему главному предложению. Рассмотрим способы связи различных придаточных предложений. Придаточные определительные. Придаточное определительное поясняет подлежащее в главном предложении. И каким образом связывается придаточное определительное с главным предложением? При помощи слов теп, тер, при помощи примыкания. Примыкание – это связь между двумя структурами без изменения одного из них. При помощи слов андых, андых. Например, час, чапа, панджер, юдеверген. Главное предложение чер юдеверген. Земля промокла. Придаточные определительные час, чах, пахпан относятся к подлежащему главному предложению. Чер – земля. Какая земля? Земля, на котором прошел дождь. Час, чах, пахпан. Способ связи тут примыкание. Придаточное определительное не изменено. Час, чах, пахпан. Никаких аффиксов принадлежности, падежей, лица, числа нет. Следующий пример. Ады, Саша, деп кижи. Ады Саша деп кижи келген. Главное предложение. Кижи келген. Человек пришел. Какой человек? По имени Саша. Соединение при помощи служебного слова теп. Человек по имени Саша. Ады по имени Саша. Следующий вид придаточного предложения – придаточное дополнительное. Связь осуществляется при помощи аффиксов «ан», «ин», служебных слов «плайында», «терзинге», «тепчуэны». Относится к главным членам предложения в главном предложении. Например, қонғаның еткенін тыңдағанмен. Я не слышал, тыңдағанмен. Что я не слышал? Еткенін, қонғаның еткенін. Связь при помощи аффикса «н». Как прозвенел звонок? Звонок, еткенін, как прозвенел, тыңдағанмен. Күн düşken değerzinge Üzülevesmin. Üzülevесмен. Не поверю. Не поверю во что? То, что наступила ночь. Түн düşken değerzinge Üzülevесмен.